Не зря наш округ называется Гагаринский, да, как Юрий Алексеевич первый раз полетел, соответственно, вокруг Земли сделал оборот, так, наверное, и Олег Женин первый раз сделал погост, который вот я в Якутске таких работ вообще не слышал никогда. Меня на самом деле удовлетворяет как главу округа, что здесь есть порядок, специальные люди, специально обученные люди, со специальным образованием, они занимаются той работой, которую они могут сделать профессионально. Это не кто-то со стороны. Это очень важный момент. То есть это говорит о комплексном подходе. Подход не только к территории, не только к историческим коням, но и к самой работе профессиональной. То есть вот Екатерина Строгова, да, например, это, я знаю ее как руководителя музея города Якутска, тоже с профессиональным образованием, с профессиональным опытом. То есть это люди не рядовые, и очень к их работе отношусь уважительно, конечно. Ну и то, что здесь происходит, вы сами видите, мы идем к той хорошей памяти, которая должна быть с нами всегда. Вот у нас, видите, тут работает сплошная молодежь, что, в общем-то, тоже очень хорошо, поскольку молодежь вот таким образом приобщается. Но это не просто молодежь, молодежь совсем не с улицы. Это люди со специальным образованием, это историки. Вот у нас, значит, Михаил, он сотрудник парка «Россия. Моя история», он археолог по образованию. Там вот у нас работают 3 студентов исторического факультета, которые уже прошли археологическую практику. То есть у них уже определенный опыт и определенное понимание происходящего и тех работ, которые нужно сделать, у них уже есть. Они не просто копают, они копают с пониманием. И вот будущий, я надеюсь, студент тоже исторического факультета, молодой реставратор, тоже работает, у которого тоже большой опыт археологических исследований. То есть тут случайных людей нет. Видно, как раз захоронения, которые вот у нас на глубине 2 метров фактически, они уже проглядываются. Именно те основные 2 захоронения, которые сейчас будут изучены полностью, да, и взяты за основу. Мы как разговаривали с представителем музея, да, Строговой Екатериной. И, соответственно, ну, на мой взгляд, все идет по плану. Все работают четко, строго, то есть вот ни на шаг не отступают, ну, наверное, от всех нормативов, которые у нас имеются. Исторический парк «Россия. Моя история» в Якутии представляет. Экспозиция «Путь Элле» рассказывает об историческом пути, пройденном народом Саха с древнейших времен и до наших дней. Авторство Андрея Савича Борисова, заслуженного деятеля искусств России. «Путь Элле» — это панорамное мультимедийное и театрализованное шоу на основе истории, культуры и философии народа. Окунись в историческое прошлое и настоящее. Мы попытаемся все-таки прочитать надпись на этой плите. Да, здесь очень много строчек написано. Да, много слов, мы попытаемся. Изображения они достаточно видны достаточно хорошо. Тут в углах вот, ангелы у нас есть, вот они, ангелочки. Вот это у нас небеса. Надгробные плиты, они интересны тем, что они отражают синкретизм представлений вот в Якутии уже религиозных к концу 19 столетия, потому что здесь переписаны глубоко, перепутанные, перемешаны глубоко, как глубоко христианские символы, так и чисто якутские символы. Вот, в частности, вот эти небеса, например, как раз это очень характерный якутский орнамент. Вот небес здесь 3,
на самом деле. Вот. А это серединки, это как раз глубоко христианская якорь, который имеет как смысл крепости в вере, так и смысл последнего пристанища, ну и много чего на самом деле. Вот эта вот репка на самом деле, это тоже очень такой серьезный символ, это пламенеющее сердце. Ну, мастера были разные, вот если посмотреть массу погребений, то можно, камней вот таких, то можно увидеть и действительно вот прям полноценное изображение пылающего сердца. Можно увидеть много таких, можно увидеть похожие на лопату. Ну, кто как умел, кто как смог, да, кто как смог, тот так и Ну, здесь сделал. очень много, смотрю, все-таки вот надписей здесь, буквально видимо, сколько? очень- Ну, наверное, порядка 20 строчек. Видимо, очень подробный текст. Обычно надпись, вот, содержание этой надписи, оно строится из нескольких частей. В первую очередь, это указание родовой принадлежности и сословной принадлежности погребенного. Это фамилия, отчество, дата рождения и дата смерти погребенного. Ну и, возможно, какая-то вот дополнительная информация, там, какие-то сведения, какие-то пожелания. Там. Если, допустим, человек там родился в одном улусе, а умер в другом, то эта надпись может об этом говорить. Вообще текст достаточно свободный. То есть вот обязательно это указание социальной принадлежности сословной, да, к какому роду, к какому сословию принадлежит. Если русский человек, это крестьянин, если это якут, то это инородец такого-то улуса, да, там, такого-то наследия может быть. Обязательно имя, фамилия и дата рождения и смерти, а дальше уже свободное творчество тех, кто заказывает вот эту надгробную плиту. Мы до этого раньше не видели, а вот когда стали поднимать эту надгробную плиту, мы увидели в торце вот такую вот грустную душевную надпись «Буду с тобой». То есть, то ли это, ну, когда мы прочитаем все-таки фамилию, мы поймем, Да. мужчина похоронен или женщина, тогда будет понятно, это жена любящая. Ну, и часто вот такие чувствительные надписи все-таки пишут женщины. Чаще. На ваш взгляд, сколько лет? Ну, данному камню? вот эта датировка, в общем-то, существования вообще таких надгробных памятников, она известна. То есть это где-то начиная с 30-х годов 19 века по 30-е годы 20 века. То есть они существовали приблизительно в течение столетия. Вот. И здесь очень плохо видно, но все-таки нам удалось прочитать. Эта плита была создана в 1850 году. 50 каком-то, то есть 1850 видно, а дальше вот идет трещина, уже последнюю цифру не видно. Ну да, То теперь есть этой плите с архива попытаться получается где-то поискать, да? не Ну, получится, да? к сожалению, потому что здесь это кладбище, оно такое самостийное кладбище. Здесь никогда не было ни церкви, ни часовни, то есть никакой официальной фиксации этого кладбища не было. Вот на что, собственно, и даже вот архивные документы у нас нам сотрудники архива предоставили, что даже вот деятели церкви, они жалуются на вот такое явление, что безобразие какое, вот они, местные жители, они не везут хоронить на церковное кладбище, а хоронят, как Бог на душу положит. Но на самом деле вот такое образование кладбища близко к поселению, да, то есть вот родственники тех, кто погребен здесь на этом кладбище, они живут вот в соседнем переулке до сих пор. Вот это имеет очень глубокие традиционные корни. Когда мы ее убирали, мы обнаружили, что вот здесь внутри выдолблено, вот по всей длине, вот так вот, выдолблена вот такая вот Выемка. выемка. Да, во-первых, она очень хорошо, плотно сидела на том холмике, который под ней образовался. Вот. А во-вторых, ну, видимо, все-таки до определенной степени облегчает, потому что тяжелая. Да, конечно, это же камень фактически. Выдолбленная. К сожалению, вот имел место вандализм такой в 90-е годы, когда кто-то взял и вывез, ну, скорее всего, под строительство дома своего. Якутия – родина российских алмазов.
Только в историческом парке «Россия. Моя история» можно увидеть выставку «100 именных алмазов», посвященной столетию государственности Якутии, включающая в себя 100 крупнейших алмазов, реплик и сертификатов. Уникальные алмазы, которым присвоены имена 25 героев Советского Союза, 35 якутян героев социалистического труда, анимпадиста Сафронова Алампа и других достойных личностей Якутии. Прикоснись к истории богатства Якутии. Все о прошлом, настоящем и будущем Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». Первый и самый масштабный проект истории Якутии. Последние 100 лет, начиная с конца 19 века до наших дней. Выставка «Современная история Якутии» – это синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи. Знай историю родного края.